с улицы зашла. Так замерзла вообще. Капец, мында винегрет қаны бешерем. Беранге, морковь, свекла. Завтра будет у нас забой скота крупнорогатого. Придут мужики, надо их кормить. Готовим салат винегрет. Вот здесь вот посмотрите, друзья, добавила горошек и лук. Картоф, кишер, хамда, сөгөлдөр. На русском будет морковь, картошка и свекла. Тәгә шул хайырды вып алабыз тиләрендә. Шуңа пешереп куям инде, эшләп куям. Килә 4 кеше. Исәке усылар булмай, потому что кеше юк, решили ташларга. Впервые в жизни. Итак, начинаем наш процесс. Сначала надо очистить. Изначально не очищаем сөгөлдөр, потому что свеклу не очищаем, потому что он красный. Все испачкает. Блин, гуган такой ядреный, вообще капец. Куда кря. Глаза слезятся из-за лука. Капец. Такие делишки. Так вот, очищаем. Кто не знает, очищать. Посмотри, гуган, куда кря. तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा 16-17 सितारे संगे बांध लाऊंगा चांद तारों से कहो हमें तेरी जरा चांद तारों से कहो कि हमें तेरी जरा पहले इश्क लाऊं उसके बाद लाऊंगा. Мои любимые индийские песни. Я кроме индийских песен ничего не слушаю. Вот. Мой любимый певец Ариджит Синг. Когда я сестре говорила, что мой любимый певец это Ариджит Синг, она такая, это ни о чем не говорит, конечно, мне, ну ладно. Сомнительно, но окей, типа. Я слушаю только башкирские песни, ну, татаро-башкирские и индийские. Все. Русских я вообще не слушаю. Мне вообще русские песни не нравятся. Например, Русаир Белем. И плывет веночек вдоль ночной воды, одинокая, стою на берегу, и отражение Лени Маккей. Потому что это был тренд. Охота куда-нибудь поехать, поснимать. Не только деревенские сторисы хочу. Куда-нибудь на море. Море Барбкурплиля. Хочу обратно еще в Индию поехать. Там мне понравился. Как улыбки не надо. Я же все не снимала. Вот, короче, друзья, вот так вот у меня получается винегрет. Я люблю, когда в винегрете все мелко порезанный кубиками и добавлен лук обязательно. Очень вкусно бывает. Ну а потом добавляем подсолнечное масло и соль. Потом перемешиваем. Вот. Посмотрите, как аппетитно выглядит. Это называется салат винегрет. Очень известный салат в России. Сегодня 14 февраля, день Валентинки. Сегодня такой хороший, прекрасный день. Прям как весна. Я иду стирать вещи. Вот. Хотела рассказать вам одну историю. Вчера с папой третью корову на ночь закрыли внутри сарая. И она должна была рожать. Потом во сне я вижу маму. То, что в ту часть сарая, которую мы закрыли, эту корову, как будто она там внутри сидит. И я такая вот так подхожу, вот так во сне, вот так открываю, смотрю, а там внутри, короче, мама сидит, вот, например, там сидит, вот, там, где вот петух стоит, там сидит. И я... Где твой? Хотосто қайда болды екен деп теленка. Ятып алғанда мынау хаяр көрінмей. Мына теленок. Аллаға шүкір, родился. Пока не знаю, мальчик или девочка, потом посмотрим.
Сейчас он упал, скинет. Упал. Папа, наверное, убрал уже. Вот. Короче, ночью она родила. Потом, когда я встала, поняла, что она родила. А папа говорит, что корова родила. Вот такие дела. Ух, кояж прям. Рахат, ты что? Я даже весеннюю куртку одела. Это дятел. А смотри, что делает он. Это пытается ко мне приползти Лада. Его спугнула самая главная бандитка, главарь банды Герда. Она думает, что я ей даю кушать что-то вкусненькое. Она, увы, ошибается. Вот телефон Факиля. Иферук. Также тут стоит Мурка. Ну-ка, Герда! Киля Артан. Думает, что я что-то даю. Они тоже так думают, что я что-то даю. Она вот всех пугает. Она... Герда скоро тоже будет рожать. Да, Герда? Сами пугаются еще. И он ничего нет уже. Полдесятый шаман. Пипец. Ничего нету. Отсоль. Ашай. Ой, блин. Блин. Зубы покажи. Зубы. Давай, зубы покажи. Она красавица, Мурка. Всем привет. Пацаны, закрывают казан. Пацаны, закрывают казан. Я, бля, как дали. Иди. Что только не сделаешь ради контента. Со мной пацаны разогревают казан. Со мной пацаны разогревают казан. Ой, надеюсь, нормально. Атаем хотя бы Лошади боятся, не привыкли к съемкам. Надеюсь, они привыкнут к этому. Блин, это очень рискованно снимать так. Подождите. О май гад! Пали на людей, покажи. Пали на людей, покажи. Вот, друзья, это не беспорядок, это вещи на вахту. Готовлюсь. Только тут нету. Вот так вот. Друзья, сейчас мы с папой будем бесентартрав. Бесентартрав, это значит, что мы вот эти рулоны будем таскать до туда. Ну, я там буду помогать открывать ворота там и так далее. И посмотрите, как тут у нас соседи делают. И скоро я вам покажу, как мы делаем. У нас вот здесь приспособления лежат. Вот, посмотрите. А то я много приспособления. У нас трактора нету, но есть Нива. Сейчас на Ниву будем таскать. Вот так вот таскает папа. Сегодня день такой ветреный. Такое у меня дело сейчас будет ехать.
идти к соседям. И как мы. Все. Уезжаю на вахту. Даже, если честно, неохота ехать. Я уже боюсь ехать. И тут прощаюсь я с Феликсом. Феликс, пока. Пока. Красавчик мой. Эш буду yürüme, чтобы. İçtin? Хорошо, что у нас есть Нива. На все случаи жизни Нива. И отдаем поворот Гарпыла. У нас легендарный поворотик есть. Оттуда только ездят вот из больших деревень машины. Вот хорошо, что нашлось вообще. Вот так уезжаю на вахту на 2 месяца. Итак, друзья, я в аэропорту. Приехал. Терминал номер 1. Кстати, Купмейт Канбархерга много раз говорила, что вот такой вот сумка на колесиках, которые колеса снимаются, намного удобнее, чем вот такие вот. Не особо какие-то баровые. По приходу сразу для зарегистрированных лиц на приложении, если зарегистрируешься, сразу можно подойти до 5 часов до вылета, можно подойти и взять вот такие вот посадочные талоны, билеты. Вот. Бизнес-зал. Когда ты едешь отдыхать в другие страны, например, да, или куда-то отдыхать, все равно этот интересный аэропорт. А когда ты едешь на работу, нифига не интересно. Сейчас, друзья, я вам покажу бизнес-зал. Для того, чтобы получить бизнес-зал, я потратила все свои баллы в приложении S7. Мы же на работу едем компания S7. Там накапливаются баллы за каждый полет. И там можно выбрать места бесплатно. Там еще что-то. Кушать. Тут, походу, 2 бизнес-зала есть. Вот сюда будем заходить. Иримен Лаунж. Друзья, в этом бизнес-зале очень-очень красиво. Входной билет стоит 3000 рублей. Я случайно 2 раза купила в бизнес-зале место в приложении S7. Вот. Она удивилась, почему у вас 2. Я говорю, случайно, наверное. Поэтому у меня все баллы закончились. Вот. Я сейчас покажу вам, получится. Это, короче, я вообще такая рада. Сейчас покажу вам. Посмотрите, друзья, что я взяла. Вот. Для полного счастья тут все есть. Сейчас попробуем. Я прям рада. Первый раз. Там есть и суп, и все такое есть. Тут очень тихо. Очень тихо. Как раз голодная. Посмотрите, какая красота. Посмотрите, буклеты. Туалет чистый. Нормально. Тут даже есть душевая. И я не понимаю в туалете, зачем вот с 2 сторон этот зеркало. Интересно. Золотыми этими. Что за крем? Автоматически, извините. Это не автоматически. Автоматически.
Mana pakai kartu coba. Я вам скажу, друзья, хоть один раз в жизни надо попробовать бизнес-зал. Очень круто. Мягкие кресла, везде зарядные устройства можно поставить на зарядку. А также шведский стол. Очень-очень понравился. От души покушала. Если, ну, там можно и с собой брать, если что. Вот. И сейчас иду на посадку. Иду, полечу Алаберха, Новосибирск. Мой любимый, родной, любименький, родненький Новосибирск. Встретимся в Новосибирске. Стоит 2 часа 10 минут. И желаю приятного полета. Speaking my name is Alexander. Welcome to Airline 77 Airlines, flight number 5050 from Ufa to Novosibirsk. Estimated flight time will be 2 hours and 10 minutes. I wish you a pleasant flight. Thank you for attention. Ladies and gentlemen, добро пожаловать в Новосибирск. Welcome to Новосибирск. За бортом минус 11 градусов. Следующий рейс в город Мирный, Якутия. 4 часа. Тут сейчас 1 часов ночи. Разница с Уфой. Разница с Уфой 2 часа. Разница, короче. Ну, то есть 2 часа вперед. Если у нас час ночи, здесь час ночи, например, там 11 ночи в Уфе. Это место, где выдают багаж. Вот. Вот я оказалась в своем любименьком, родненьком Новосибирском аэропорту. Вот. Уже 100-500 раз показывала вам, как выглядит. Очень красиво здесь, все современно. Новосибирск очень большой город, прям оказывается город-миллионник. Такие столбы красивые, интересные. Мне вот сюда надо трансфер. Если честно, друзья, я очень уже боюсь ехать на вахту, так как я еду на вахту, что-то случается, как всегда. Когда ты идешь на посадку, проходишь вот через такой магазин. Вот. Duty free, типа. Сумочка вообще капец. Длинная. Ну вот, короче. Такие дела. Очень-очень я боюсь. Не знаю. Посмотрим.
Кто вот на Новосибирске находится, спрашивали меня подписчики, что где можно зарядить телефон. Вы ходите вот в Duty Shops, оттуда вы заходите в зал посадки, и как вы только заходите, сразу налево, и вот сюда вот можно прийти. Рядом с этим кафешкой. Вот. Здесь вот такие вот эти работающие можно поставить. Можете запомнить с правой стороне вот это smoking lounge. Налево поворачиваете, как выходите отсюда. Вот. Смотрите, друзья, что я одела. Это шерстяной, как шаль идет, жилет. Потому что в Якутии 48. Иду на посадку. Город мирный. Холодный теплый Валдом. Один стекло. Хорошего дня, всего доброго. Всего хорошего. Добро пожаловать в город мирный. Минус 28. Это считается тепло. Ну, здравствуй, город мирный. Бүгін мында елалю. Аж даже расстегнулась. Иду в главный, откуда вылетает, там только у них этот туалет. Для того, чтобы в туалет зайти, надо опять такие текстуры, которые весь сумкаларды. Хотя холодно, ветер холодный. Не, уложен уже. Пору нету, Таренька. Вот мой босик, посмотрите. Пупсик пучеглазый. Это не я придумала. Босик. У меня завтра время будет, а завтра прачку за. Приветики, друзья. Сегодня у меня первый рабочий день. У нас рабочий день начинается с 8. Но у меня пока медосмотр не пройден предвахтовый. Поэтому я до 9 часов пока полежу. Сегодня мы пришли на какое-то обучение. Показанию первой помощи. Видите, покучнее, чтобы вот Посмотрите, у нас здесь друзья, будет показываться все, вам не видно будет сюда, видите? Дыхание или остановка кровообращения. Надо оказывать помощь? Или уже, надо, да? Нарушение проходимости дыхательных путей. Все. Этот подключается, но в основном они все уже подключены проводом. Этого делать не нужно. Мой босс делает легкий. Повыше. Ручки, звоночек. Замочек. Прямые. Выпрямляем. И над ним. О! И телом давим. На самом деле это очень энергозатратно. Слишком далеко. А вы слишком далеко, вставайте поближе. Руки ставьте, они могут поменяться. Но желательно, чтобы... Здесь получается так много, потому что это рука. Нога намного толще. Там вот такого не получится. Там получится оборот 3-4 на ноге. У нас на 23 февраля рассказывали страхи. Я опоздала, не рассказала, тут идет Еще раз сестра. покажи, сестра боевая. Абсолютно верно. Боевая медсестра. Этот подарки на 23 февраля нашим мальчикам. Вот здесь собраны буквы. Они готовы. Ваша задача очень быстро собрать слова. Вот каждое слово это подсветка. Наконец-то построили слово. Героем. Цель была такая, Быть героем каждый день. сделать фразу, которая бы, я бы хотела, чтобы каждый мужчина этого придерживался. Должна была быть вот такая фраза. Быть героем каждый день. Будь героем каждый день. И не только в день защитника Отечества. Эльмира? Эльмира? Помаши. Помаши, Оля. Да, по утрам. Да, мы ходим
за питьевой водой в таких баклажках. Из крана пить нельзя, там техническая вода только. То есть для умывания, для принятия душа. Тут питьевая. И то эту воду рекомендуется в кипяченом виде только пить. Вот так, короче. На воду. Посмотрите, друзья, какое солнце красивое. Кто-то прошел? Вот. Небо-то розовое-розовое, я показала в телеграм-канале. А тут луна такая. Сейчас я вам покажу. Посмотрите, какая луна. Офигеть. Сегодня, друзья, туманное утро. Смотрите, какой туман. И с этой стороны. Друзья, посмотрите, в какой комнате я сейчас нахожусь. Тут жил ИТР состав. Они соединили вот 3 кровати. И как они лежали. Вот. Когда-то ИТР состав, можно все. И мне тоже можно все. Хотя бы во время обеда я могу здесь поспать. Но эта комната пустая. Они уехали на межвахту. И комната осталась пустая. И я могу здесь поспать во время обеда. Потому что в нашей комнате спит из ночной дежурства человек. Вот такие дела. Друзья, сегодня 8 марта. Сейчас я вам покажу, как у нас отмечают такие праздники. Нам устроили маленький праздник от начальства. Маленький коллектив здесь. Ну, достойно. Я не сказал, что недостойно. Девушки, значит, я пришел вас поздравить как руководитель. Вы, наверное, многие меня знаете, да? Давайте, налегайте. Потом вы что-нибудь расскажете. Я не пойду. Вот, посмотрите, друзья, какую красоту создали. А ты что, брать не будешь? Буду. Сейчас еще. Не знаю. Я фрукты хочу. Сегодня, друзья, у нас солнечно. И буран метет местами. Вот, посмотрите. Все дорог нет. Всем спасибо за просмотр. Оставайтесь со мной. Будут еще впереди интересные видео, когда я уже буду в деревне. А с вахты я не буду, наверное, снимать, так как неинтересно. Каждый день одно и то же. Один режим на 2 месяца. Вот так вот. Никуда не идем. Достопримечательности не смотрим. Вот так вот. Встаем, кушаем, работаем. Шундыр на халиль. У нас еще новости, что начали уже задерживать зарплату. А вот еще людям не пришло. Ну, мне пока не должно прийти, но я уже беспокоюсь о зарплате. Так что многие у меня спрашивали насчет работы, то я вам не буду рекомендовать то место, где я работаю. Если было бы все хорошо, я вам сказала бы об этом.